Она не оказалась здесь, она образовалась. Папа приехал из Одессы сюда по приглашению своего друга. Друг его закончил Одесскую консерваторию, а папа мой, хоть и был человеком всегда очень серьезным, техническим, инженером, но он с большим удовольствием ходил в хор Одесской консерватории петь, любительский хор. А хормейстером как раз вот был Александр Лапский, знаменитый хормейстер ансамбля «Асьяке». Он был сюда отправлен по распределению из Одесской консерватории. А папу, он, так как они дружили, папу он очень быстренько позвал: приезжай, здесь хорошо, здесь интересно, здесь все не так. Приезжай, побудем здесь немножко и вернемся домой. Ну, типа вот так, потусоваться. Вот, папа приехал. И буквально в первый же день или на следующий день, я не знаю, он увидел мою маму на сцене в ансамбле «Асьяке», которая уже здесь два года до этого танцевала. Она приехала из Челябинска, тоже по приглашению своего друга, знаменитого Виктора Полежаева, выдающегося танцора, которому сейчас уже почти 80, а он все еще танцует. Когда выходит на сцену, он всегда танцует. Выдающийся человек, а они тоже дружили, ходили в Челябинске в театр оперы и балета, в котором занимались в кружке танцевальном. Тогда еще в Советском Союзе проводились ярмарки артистов. Молодые артисты, никому неизвестные, могли приехать на эту ярмарку, показаться разным руководителям разных коллективов. И их приглашали. Маму мою на такой ярмарке пригласили аж в 4 коллектива. В том числе в Красноярский знаменитый ансамбль, в том числе в Карельский кантеле и так далее. И сюда. Она всем своим подружкам, которых никуда не пригласили, ну или, может быть, в другие места какие-то пригласили, она им раздала все свои приглашения, а сама поехала сюда, в Сыктывкар, потому что Виктор Полежаев ее позвал, они очень дружили. Он сказал, что здесь очень интересный ансамбль, здесь очень интересно все происходит, что даже какие-то классические произведения танцуют, то, что ты уже вот не попробуешь в силу возраста, там 18-19 лет. Она приехала и осталась навсегда. Она как-то, ну, может быть, и не думала, что она здесь останется надолго, но вот приехал папа через год там с небольшим, через 1,5 года, увидел ее на сцене, сказал, что таких девушек он никогда в жизни не видел, что у нее искра из глаз, так она танцует. И все. И пропал. Через 3 месяца они поженились. Так и образовалась эта семья. Вообще моя семья уже в 3-м поколении служит Республике Коми. Сначала это были мама с папой, потом это была я. Следующее поколение я и мой муж, и мой брат. И теперь уже мои сыновья, в общем-то, тоже участвуют активно в общественной и в культурной жизни республики. Так что у нас такая вот культурная династия. Я окончила консерваторию. После консерватории вернулась сюда, в Сыктывкар. Немножко работала музыковедом филармонии. Всю свою основную жизнь, всю свою основную деятельность я связываю с гимназией искусств, в которую тоже попала сначала по распределению, а потом осталась навсегда. И, кроме того, я преподаю в колледже искусств разные творческие предметы. Самая моя, любимая, не знаю, или самая моя сложная, такая насыщенная деятельность – это творческая, концертная, просветительская. Когда-то в 2000 году я придумала новый проект, который называется «Музыкальные истории». И вот с 2000 года он существует. Его уже неоднократно поддерживали и гранты главы Республики Коми, и другие гранты, и мы ездили с гастролями, и бывали с этим проектом за границей, и в Москве, и по деревням нашей республики, и по городам. Вот в прошлом году, наконец, мы выиграли грант и повезли по городам республики этот проект. Это не просто концерт о жизни и творчестве композитора, не просто состоит из его произведений, где я, например, объявила произведение, рассказала 2 слова о его истории, и все, и на этом закруглились, и дальше звучит музыка. Нет. Это театрализованный концерт, который требует особенного оформления, который требует особенных костюмов, который требует большой режиссерской, постановочной, сценаристской работы и актерской. Все мои музыканты, вся моя команда, которая входит в этот проект и кого мы приглашаем, новых проектов, они все абсолютно творческие экспериментаторы. Они не боятся.
Они выходят на сцену и играют роли, несмотря на то, что это, например, пианистка или это не оперный певец, да, а ребенок, например, вообще, который впервые вышел на сцену. Мы стараемся привлекать молодые таланты, и они все играют роли. Это просто поразительно, это здорово, с ними работают режиссеры, конечно, со мной работает режиссер, естественно, несмотря на то, что в основном все задумки мои, в основном все идеи, как это воплотить, ну, в общем, складываются у меня в голове, потом уже вклинивается режиссер и начинает это все разрабатывать. Получаются удивительные концерты, удивительные проекты. Мы бы за них не держались, если бы они нас не вдохновляли. Зрители каждый раз бесконечно спрашивают, а когда следующий, мы прям не можем дождаться. Ну вот, когда нам помогают грантами, финансово помогают, мы делаем новую музыкальную историю. Гефен – это воскресная школа. Это название воскресной школы переводится как «виноградная лоза». Но мы решили немножечко погрешить и сделали не виноградная лоза, а виноградная гроздь. Наш вот логотип нашей школы – это гроздь виноградин, в которой каждая виноградинка – это один из наших учеников, личики. При воскресной школе у нас есть и женский клуб, то есть клуб тех самых мам, дети которых приходят к нам, и подростковый клуб, дети, которые уже подросли у нас из малышей, и уже не хотят ходить в школу, а у них уже вот такой модный подростковый клуб, и молодежный клуб, те уже, которые совсем выросли, студенты и рабочая молодежь, клуб пожилых людей. И все это, вы знаете, вот так вот оно как-то располагается именно вокруг воскресной школы. Потому что дети, которые ходят в школу, они внуки, они братья, они сестры, они дети вот этих самых участников тех самых клубов. И для нас это огромное сплочение. Мы все время стараемся в чем-то участвовать интересном. Ну и, если честно, скажу без ложной скромности, наша школа считается одной из лучших воскресных школ вообще и в регионе, и даже, я бы сказала так, ну, в Российской Федерации одной из лучших воскресных школ, именно потому что у нас же не постоянная школа, не такая, в которую дети каждый день ходят, а только по воскресеньям. Вот. И она, конечно, все время нуждается в людях, потому что мы воспитываем ребят, мы готовим их родителей таким образом, что они себя начинают чувствовать уверенно, ярко, самобытно, происходит самоопределение, и люди уезжают. Уезжают, если не далеко-далеко, то уезжают в Москву, Санкт-Петербург, потому что они видят, насколько они становятся уверенными в себе, насколько они умеют себя подать, насколько они востребованы. Вот, я считаю, что очень во многом наша школа помогает этому самоопределению. Еврейская община всегда активна. Она образовалась где-то примерно в конце 90-го года. В 91-м она уже работала активно. С тех пор, вот уже сколько, больше 30 лет, община существует. В общине очень много интересных людей, которые готовы продвигать еврейские ценности, которые сохраняют еврейскую культуру, еврейские традиции. У нас всегда работали преподаватели иврита. Это так называемый класс изучения иврита, называется ульпан. У нас постоянно работает ульпан, причем наш преподаватель уезжал на несколько лет в Москву, теперь вернулась, и у нас снова работает ульпан. Мы этому очень рады, потому что люди приходят, изучают язык, даже если они никуда не собираются уезжать, даже если этот язык им, может быть, в практике не пригодится. Они изучают через язык традицию. Через язык они узнают какие-то глубинные, как это сказать, культурные ценности. Не поймешь на другом языке, пока вот не прочитаешь это и не переведешь дословно с родного языка, с того языка, на котором это написано.
И вообще не проходят замечательные праздники. Вот последний праздник, это был вообще феерия. Это было огромное количество народу, потому что все пришли и члены еврейской общины, и привели членов своих семей, и привели своих друзей, и родственников, и всех-всех-всех, со всех сторон. Нас было просто очень много. И это был праздник Пурим, который состоялся в Доме дружбы. Это было в марте. И к нам на праздник приехала московская знаменитая певица, звезда Первого канала Алла Рид. Она приехала со своим пианистом, и они дали потрясающий концерт. Чистокровных евреев, наверное, в республике Коми не очень много. Я так думаю, ну или во всяком случае, они не пришли в нашу общину. А те, кто пришел, это тоже люди очень активные. Это чаще всего их дети, например, их внуки и так далее. Вот. И в общине, конечно, могло бы быть намного больше людей, потому что мы знаем людей еврейской национальности, но не все готовы вот ходить, заниматься общественной жизнью, не все готовы принимать в этом активное участие. Вы же понимаете, что у нас многонациональная страна, и народы ассимилируются. Семьи с разными национальностями, перемешанные крови. И поэтому не каждый человек себя, даже если у него есть половина еврейской крови, не каждый себя чувствует евреем. Во мне тоже только половина еврейской крови. Но как-то так получилось, что все говорят, что я похожа на одесскую бабушку. Все говорят, что... то есть я всегда была очень близка с папой больше, вот в эту линию. И, наверное, мне это ближе. Поэтому, наверное, и было такое ощущение. Я так самоопределилась, и когда еще вошла в общину, а потом занялась еще и воскресной школой, то теперь, конечно, это уже просто моя жизнь. Наверное, вот так просто сложно сказать, когда дело касается каких-то таких глубоких, интимных, внутренних переживаний. Это, наверное, очень сложно сказать, потому что, конечно, меня зовут и туда, и сюда, и все скучают, и все хотят быть рядом, и всем хочется быть вместе, и это, конечно, большая проблема. Я не знаю, что будет дальше, но пока я себя ощущаю здесь нужной. У меня здесь ученики, у меня здесь студенты, у меня здесь любимые зрители, которые ждут с нетерпением мои проекты. У меня здесь очень много интересных дел, которые я уже начала, и я как-то не привыкла бросать на полпути то, что я начала. Когда я почувствую, что я себя исчерпала, я, наверное, в этот момент остановлюсь и скажу, что да, пора начинать какой-то новый этап в жизни. Возможно, пока я чувствую в себе потенциал, что я могу сделать еще очень многое. Часто бываю и в командировках, и на семинарах, и на конференциях, и в разные места меня приглашают. Вот. И вы знаете, могу сказать одно, что кто бы как бы ни смеялся, и кто бы как бы к этому не относился, всегда, когда я подлетаю к Сыктывкару или подъезжаю к Сыктывкару, раньше это чаще на поездах было, есть какой-то трепет. Есть какой-то трепет, волнение, и я понимаю, что я очень люблю этот город. Я не знаю почему, потому что я здесь прожила всю свою жизнь, потому что я в него очень много вложила, потому что здесь родились мои дети, потому что здесь жила частично, да, моя семья. Я не знаю, с чем это связано, но для меня вот Сыктывкар — это уже намоленное место. Я его очень люблю, несмотря ни на что. Я многое понимаю, что здесь несовершенно. Многое мне хочется сделать, и многое мне хочется исправить, помочь, изменить, улучшить и так далее. Но при этом ни в каком месте мира я не чувствую себя так комфортно, наверное. И республику я люблю. Она для меня родная.